Абзира шумаз отдели хопшча, а спорта бзебойча, а эфираджа исм чибжат биадыратара, а спорта дуне. Успех тыжем тыжа ищу дагал, и там чибежьялок за ними посаз, а спорт жабышква, а студияджа, а сида сагарепха. Апсначария спорт и русскор захунткарат пейлака хантрио тарашхак бей хапсна шапылам пылт федерация хадашабат логуе нухарала Москва ихан. Уаха дара дырпылет урастула ха олимпиад пейлака хадей хатыпы Андрей Канакотины атлетикала сазы урастула зыкпе федерация, а директор и успхакуана зыкдзо Борис Кришины. Айпаларача ихаду царана юхгалана псны урастулы ха спорт федерация кой руси цура ядхулу аз цараква. Яраубас ге хайпал Ларанаюсь Тараш Хагбе, Шабат Логуе, а советует Галаша Палампаласюя, а олимпиад чемпион Никита Симонян и Дари Икшейт. Встреча проходила в Российском футбольном союзе. Первая встреча у нас была с Никитой Павловичем Симоняном. Он встретил нас очень тепло, как своих земляков. После нас встретил Митрофанов Максим Львович, это генеральный секретарь РФС. Обсуждались вопросы, которые на сегодняшний день нас интересуют больше всего. Одна из них – это паспортизация футболистов Абхазии с российским гражданством. Это официальный документ, который можно получить только футболистам, которые играют под эгидой ФИФА. И из-за отсутствия этих документов наши дети имеют сложности при переходе из абхазских футбольных команд в российские, и вообще в дальнейшем их карьера зависит от этого документа. Надеемся, что в ближайшее время его получится решить. Они сказали, что приложат максимум усилий к этому вопросу. Обсуждалось обучение в Академии РФС, тренеров, управленцев, в принципе, всех менеджеров. В этой академии нам помогут нашим специалистам получить определенные знания, которые смогут потом здесь развивать наш футбол. Были разговоры о взаимодействии стратегических развитий в направлении и детского футбола, и взрослого футбола, формата 8-на-8, которого пока в Абхазии нету. А также обсуждался вопрос о взаимодействии с ФИФА и УЕФА. Они, РФС во главе с Митрофановым Максимом Львовичем, помогут нам правильно сформулировать обращения, письма, в которых будет изложена проблематика абхазского футбола, где будет рассказываться о том, что мы 30 лет не имеем мирового признания именно в футболе. Также обсуждалось проведение фестивалей на территории Абхазии с представителями РФС, амбассадоров, которые приедут сюда и будут показывать мастер-классы, проведут для детей фестивали, и получится такого рода большой масштабный фестиваль, где будут задействованы все наши дети в нескольких возрастах. Ханюжев пошуксат шартагылаз и дуней псах и тасоветы идгыла спорта сгаза хапсыз чапсаз базазыгазуй Ахиллес Маврафиди. Ахиллес Сократы па кыршуксины панкылана аусиуан ха гребли ха байдарка каноэрзы урастула эзго паралимпиад команда хазыгазуй хабыз. Уядаги аказа урастула спорта вша инвалидша рейдгыла напхкаюз таман. Шахопш Ахиллес Маврафиди хигуала шараязку ханцамта. Аԥсны спорт жәлар рзацәыӡ ду ахеит Ахиллес Сократ-иԥа Маврафиди иԥсҭазаара иалҵра. Аҟаза иԥсҭазаара зегьы здиҳәалоз иԥсеиԥш бзиа ибоз ҳаспорт акәын. Еснагь ҳзусҭак ԥхықәрала игәаартыла иназыгӡоз дреиуан Ахиллес Сократ-иԥа. Все спортивные организации нашей страны, они понесли серьезную утрату. Колоссальную работу проводил, за что мы все, честно вам скажу, очень его уважаем, ценим и любим. Да, и сейчас говорить о нем в прошлом времени даже как-то вот сознание пока не приходит. Я думаю, что если бы успел бы вернуться здесь и поработать, думаю, что мы смогли бы создать еще одну секцию в Абхазии именно по гребле, академической гребле, может быть, гребле на байдарках и каноэ, создать определенные условия для этого необходимы. Думаю, что это тоже, в принципе, это было и в его планах. И это была его надежда, к сожалению, которую он не смог, как говорится, уже непосредственно сделать.
Ахиллес Маврофиди Аԥсны аспорт арҽеираҿы хәызмаӡам ҳалагала ҟаиҵеит. Иара иабзоурала еиҿкан ашьапылампыл маҷ азы зымахазышьа хеибгам Аԥснытәи акоманда. Дара изныкымкәа аԥхьахәқәеи ҳаиааирақәа иргахьан жәларбжьаратәи атурнирқәа рҟны. Иара убасгьы жәеиза шықәса ҵуеит еиԥҟьарада Аҟәа имҩаԥысуеижьҭеи зымахазышьа хеибгам рыбжьара ҳаиааира храҿа захьӡу жәларбжьаратәи атурнир. Уи Аԥсны Џьынџьтәылатәи еибашьраҿы игаз аиааира ҳахьӡала иҽыркаауеит. Есышықәса абремиа ԥигоит, убри атурнир бзиа, абри аибашьра ко Дню Победы ҳәа иахьӡаны. Сынтәа убысҟак ибзианы иҟаҳҵарц ҳаҭахын, иҩба шықәса аибашьра нҵәеижьҭеи иадҳәаланы иҟаҳҵарц ҳаҭахын, игәыхәтәы дахьымӡеит иара. Есышықәса абра командақәа иаауа шәасҳәар, Узбекистан, Кемерово, Барнаул, Чечня, Южная Осетия. Абра зегьы убыс ибзиа ибаны иаауеит, абри ҳтурнир убыс ибзианы иҿкааны иҳамоуп. Зегьы ргәы иҭыҵуам ианцон есмаша иҭабуп ҳа ҳҳәан ицон абрантәи. Ахиллес Маврофиди Аԥсны зҽаԥсазтәыз азыҟаҵаҩ ҳәа ахьӡ ихҵоуп. Агреблеи, абаидаркеи, аканоеи рзы Урыстәыла еизго апаралимпиатә команда зыҟаҵаҩ иҳабыс дыҟан. Иара убасгьы Урыстәыла ҳаспорт аҟәша инвалидцәа реидгыла напхгаҩыс даман. С Ахиллесом Сократовичем мы познакомились в 2004 году. Это был как раз Кубок президента по футболу среди инвалидов. И первые кубки открывали в Крылатском, в Москве. И объявили, что нужна песня, не песня, а марш футболистам, потому что собиралось больше 2000 людей. Вот. И многие писали там, что я там с одной ногой на гол забью, а у нас получилось с одним поэтом, мы написали песню, что ее можно было хоть в сборную России давать. Заполнены трибуны стадиона, и снова начинается борьба. У мужества особые законы, у мужества особая судьба. Только вперед, отступать не годится, только вперед, ведь победа близка. Стойкостью вашей Россия гордится, мужеством вашим гордится страна. И вот таким был Ахиллес Сократович всю свою жизнь. Ахиллес Маврофиди диетызгьы шәиҩыни жәижәибаҩ шықәсазы Аҟәа анаҩс аҭаацәара наԥиҵа диасуеит Урыстәылаҟа. Дшыхәыҷӡаз ачымазара хьанҭа ихигеит. Игәабзиара шуашәыразгьы Маврофиди аспорт хкы агребля иҽазыҟаиҵо далагеит. Араҟагьы иара аихьӡарақәа ааирԥшуеит. Қырҭтәыла еизго акоманда аилазаара даланы дықәгылон. Иара иааӡеит Аԥсни Урыстәыла еицырдыруа гәыԥҩык аспортсменцәа. Футбол ампутантов он развивал, начинал. Вот. И параканой. И все эти два вида спорта были настолько высокого класса, потому что и там есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы, и призеры Паралимпийских игр. На самом деле человек был великий. Есышықәса Ахиллес Маврофиди иабзоурала Урыстәыла еизго апаралимпиатә команда Пицун Даӡиа инкитаҟны аканои абаидаркақәа рзы аизгарақәа ирхысуеит. Иԥсҭазаара далҵаанӡа мышқәак шыбжьаз Маврофиди напхгаразы иҭоу акоманда иманы Аԥсны дыҟан. Энергичным, молодым, жизнерадостным, добрым. И в каждом человеке, видящем своего не только друга, брата, сестру. Отец мой был и есть для меня, остается, он останется для меня вот всегда таким. Ахиллес Маврофиди иԥсҭазаара далҵит иаалырҟьаны Ханҩажәиф шықәса дшырҭагылаз. Аҟаза дыздыруази иара иааӡахьаз аспортсменцәа иргәалашәараҿы дынхоит наунагӡа. Ахиллес Маврофиди анышә дамардоит иара дахьиз иԥсадгьыл Аԥсны. Валерия Дмитриенко актәи аҭыԥ аанылкылеит мшаԥымза жәохәырза Краснодар имҩаԥысыз атлетикала сызы аолимпиатә чемпионка Людмила Брагина лҳамҭагаразы ҳаицлабраҿы. Уи алахәын Краснодар, Ставрополь адыгатәыла Аԥсны рҟынтә хәышәҩык аспортсменцәа. Дара зегьы еиуеиԥшым адистанциақәа ԥшьбарҟны еицлабон. Ашәметра аиԥхныҩлараҿы Аԥсны ахаҭарнак Валерия Дмитриенко 2 минутки 2 секунди алыҵшәа аарԥшны Аԥсны аспорт азҟазахаразы акандидат ҳәа нормативны лыгӡеит. Аспортсменка дазыҟалҵоит Аԥсны атлетикала афедерациа хада, Аԥсны зҽаԥсазтәыз азыҟаҵаҩ Лолита Назарс.
Уажәы ишәыдаагалоит иҳаҩсыз амчыбжь азы ҳанапылампылаз Аԥсны аԥхьахә иаԥсахаз Гагратәи ҳаҭыԥҳацәа ркоманда иазку анҵамҭа. Гагра анапылампыласыҩцәа Аԥсны иаԥхьагылоу ҳакомандақәа хԥа ируакуп. Атрадициа бзиақәа змоу ҳанапылампылтә команда Гагра ҳаихьӡарақәа шәҳардыруеит ҳанҵамҭаҿы. Ҩажәи абашықәса анапылампыласра знапалаго Елена Мамаева сыԥсҭазаара ари аспорт хкаада даҽакала сзахәаԥшуам ҳәа лҳәоит ҳаиҿцәажәараҿы. Лықәра шмаҷымгьы лара аҳәса рыбжьара имҩаԥырго анапылампылтә еицлабрақәа лхы рылалырхәуеит иахьа. Иҳәатәуп Гагратәи анапылампыласыҩцәа аԥышәа бзиа змоу акомандақәа ишырхыԥхьаӡало ҳтәылаҟны. Лара дызлаз акоманда изныкымкәа Аԥсны иачемпионцәахахьан, аԥхьахәқәа маҷымкәагьы иргахьан. Уи адагьы Гагратәи акоманда иреиӷьу ахәмарыҩцәа алԥшааны Аԥсны изго акомандахь иаларҵоит. Волейболом я начала заниматься с 10 лет. Мой будущий тренер, уже как потом выяснилось, привела меня на площадку, говорит, давай заниматься волейболом. Давай. Начали заниматься. И уже вот 28 лет я в волейболе. 28 лет я играю. Мне очень понравился этот вид спорта своей красотой, своей зрелищностью. И поэтому, наверное, как-то вот он мне настолько залез в душу, этот вид спорта, что я, например, без него сейчас в своей жизни никак не представляю. Елена Мамаева Гагра команда ахьӡала ҩнызқьи жәашықәса раахыс дыхәмаруеит. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы аҵара анылҵоз уи акоманда ахьӡала дықәгылон. Лҵара нхлыркәша ашьҭахь Гагратәи акоманда зыҟаҵаҩыс ааԥхьара лиҭоит Аԥсны зҽаԥсазтәыз азыҟаҵаҩ Александр Ҳарамиан. Убри инаркны иахьа уажәраанӡа Мамаева аҭыԥҳацәа анапылампыл иазыҟалҵоит. Уи адагьы лара ашколаҟны ҳабаҩрҵәыра ҳаурок лҭиуеит. Елена Аԥсны иалкаау аицлабрақәа рыҟны иқәгыло ихадоу акоманда злархиоит, илымоуп иқәыԥшугьы. В составе сборной Абхазии мы выезжали в Анапу, город Анапа, участвовали там в их международных турнирах Южного федерального округа. Конечно, там в призах мы не оказались, но, как говорится, главное участие. Вы знаете, в принципе, каждый матч, который проводится, он по-своему уникален. Он по-своему уникален в плане нервотрепки, потому что и нервы, бывают, сдают. А самый, наверное, такой матч, по-моему, это был, если я не ошибаюсь, 18-й, по-моему, год или 16-й год, когда мы играли в финале против сборной Сухума. Матч длился из 5 партий и длился по времени 2 часа 45 минут. Вот это, конечно, была и усталость, и нервы. Любой, я правда говорю, любой матч, он вот такой вот. То есть он всегда проходит на интересных нотах. Вот это, наверное, был вот самый такой запоминающийся, когда уже просто у тебя нету сил, а ты борешься, потому что ты защищаешь честь своего города, честь своего района. Анапылампыл командалатәи хәмароуп, убри азы зегьы аӡәк еиԥш еидгылазароуп. Елена Мамаева ҳаԥхьаиргыланы лара лзихадоу ҳаҿар рыԥсадгьыл иапатриотцәаны рааӡароуп. Тренера, они еще являются также и воспитателями. То есть каждый со своим характером, то каждому надо иметь подход. Каждый в чем-то уникален и индивидуален. Кому-то надо подойти, если что-то не получается, спокойно объяснить, погладить по голове и сказать, ничего страшного, все у тебя получится. Кому-то надо как-то немножко, может быть, пожестче обратиться, чтобы ребенок проснулся в этот момент. Потому что бывает такое, что может сыграть что-то внутри. Но всегда, конечно, стараюсь, чтобы мои дети были воспитаны, то есть воспитываю их. Дети должны быть патриотами своей страны. Мы готовим спортсменов. Любой спортсмен, он должен быть патриотом своей страны. То есть он должен быть патриотом своей страны, своего города, своей школы, своей команды. Анапылампыл аԥхарақәа ласы-ласы аԥсахрақәа алагалахоит, убри азы ҳазыҟаҵаҩ еснагь зегьы дырзыхиазароуп. Аха Елена Мамаева излалҳәо ала ҳазыҟаҵаҩ изанааҭ имамзаргьы, иара иус дазҟазазар зыҟаҵаҩс аус иуршь илшо. Бывают такие моменты, где человек без высшего образования, без тренерской какой-то деятельности спокойно может донести до ребенка то, что надо. Почему нет? Методика у спортсменов все равно она разная. Как ни крути, она будет разной, потому что это спорт. Тут либо ты понимаешь, что здесь должны работать мозги. Либо ты понимаешь, либо ты не понимаешь. Либо дано, либо тебе не дано. Правила в волейболе меняются. У меня, честно сказать, такое ощущение, что каждые полгода.
каждые полгода или год. То есть мы начинаем играть по одним правилам, проходит какое-то время, уже судейство начинается немножко по другим правилам, уже происходят какие-то изменения. Но мне кажется, чаще всего это в волейболе, где правила меняются очень-очень быстро. Ехетуи амтаза Елена Югубка зыхалцоит яйткалана юениви жевюка на палампаласвича тыпхатша. Урта школахна хацараз зороп иқупурас пылацараи урта кваирто. Уақадары ичкани рымуацараи урта команда хахцела ипкалоид. Получается, с 7 класса я уже начала заниматься. Наш прекрасный тренер Ольга Владимировна, наставник, тренер, который тренировал просто прекрасно от души. Я ее просто обожаю. Самый прекрасный тренер. Прошлый год чемпионат, игры с Гудаутой, с Сухумом. Настолько прекрасные эмоции были. Самые незабываемые впечатления. В команде мы все дружим. Всегда там, когда у нас игры, мы всегда поддерживаем друг друга. Там у кого-то что-то не получится, мы всегда помогаем, что-то говорим. Тренер тоже всегда нам помогает. Мы всегда находимся в тройке лучших команд Абхазии, имея также и первые, и вторые места, иногда бывают и третьи. Ну, чемпионата 4 точно Абхазии или 5 мы выиграли с гагаринской командой. А уже мои дети, которых тренирую я, также становились, вот в апреле месяце прошлого года прошел чемпионат Абхазии. Мы выиграли его, моя команда, я играла со своими детьми. Через 2 недели буквально прошло первенство Республики Абхазия. Также наши дети, вот ученики мои, порадовали своей победой. Я всегда говорю, что команда – это одна семья. То есть мы все боремся. Не один человек стоит на площадке и играет, а борется именно вся команда. Поэтому мы я как-то пытаюсь, чтобы дети были и дружны. Естественно, семья, значит, мы все вместе. Проигрываем, значит, мы проигрываем все вместе. Выигрываем, значит, выигрываем мы все вместе. То есть вот так вот. Апснана палампалавиадзара аштахри хача рада пхяларерзы хауско мюбкалатуб хазгуалтит Елена Мамаева. Арпа шайзер харазы ласыласы апснантац айцлабраква хиролар хтупл лара. Что касаемо детей, мы их вывозим вот, в Владикавказ. Вот недавно дети выезжали с Сан Санычем в Нижний Новгород. То есть как-то стараемся их вывозить, потому что все-таки, сидя здесь на одних и тех же площадках и видя одних и тех же игроков, все-таки это приедается. Если говорить честно, то, конечно, уровень у нас средний, можно так сказать. Потому что в основном в чемпионатах участвуют, в принципе, одни и те же города. Да, хотя вот сейчас прошло весеннее первенство в Сухуме, меня очень удивило и одновременно же порадовало о том, что наконец-то приехала команда Скворчала, поучаствовала в этих играх. Девочки команды Агудзера очень хорошие, очень понравились девчонки. То есть, мне кажется, вот потихоньку вот начинается только вот поднятие волейбола, потому что всегда участвуют в основном только 3-4 команды. Гагра, Пицунда, Сухум и Гудаута. Но вот с этим первенством нас уже участвует намного больше. У меня сюда ходила сестра, я восхищалась ей, можно так сказать. И я добилась, можно сказать, многого. Первую свою игру мы играли с 4-й школой в этом спортзале, и мы их выиграли, хотя мы все очень сильно боялись. Наверное, под конец игры, когда мы ведем, и я боюсь что-то не так сделать. Страх есть, я думаю, лишь бы подать, лишь бы принять мяч, лишь бы ударить, чтобы не подвести команду. А спортах на Ирихау авиадзара арпшраза хамикзарала хаусуту. А на палампалага техника джбарахарпшту спорт куб убреза уизчадзе пхелаза спортсмен хамикзарада хичазыгайцаларуп. А специалист Фейзла Терцахуала на палампал хауи кубзира и ящагуту. Нужно время. Волейбол – это такой вид спорта, к которому надо идти очень долго, потому что техника в волейболе, она вот очень сложная. Технический волейбол, он очень сложен из-за того, что вот также меняются вот эти правила, очень много чего меняется. Волейбол – такой вид спорта, при котором задействованы, в принципе, все мышцы человека. Поэтому как он может быть полезен, так он может быть и травмоопасен. Этот вид спорта. Во-первых, выпрямляется осанка при волейбольной игре, качаются мышцы ног, рук, работают все мышцы в организме.
Атрадициа бзиақәа змоу ари акоманда Гагра раион ахьӡ Аҭгареи аиааира ҿыцқәеи ргареи иазыхиоуп еснагь. Аԥснаҿари аспорти русқәа рзы аҳәынҭқарратә еилагахантәи Ҭарашь Ҳагба дидикылеит ааигәа асамбо азы Беларусь ахада ихраҿа иаиааиз Саид Адлиба. Аиԥылара иалахәын аспорттә еилагахада ихаҭыԥуаҩцәа Роман Цкуи, Беслан Карчаи, Аԥсны адиудои асамбо рфедерациа ахада ихаҭыԥуаҩ Андреи Погосови. Аилагахантәаҩы изҵаарақәа рҭак ҟаҵо Саид Адлиба жәларбжьаратәи атурнир аихшьалақәа ҟаиҵеит. Иара убасгьы далацәажәеит иаԥхьаҟатәи апланқәа ртәы. Сейчас у нас намечается новый годовой цикл в разделе боевого самбо. И, конечно же, у меня, как у спортсмена, есть какие-то свои планы на будущее. О планах, конечно же, могу только сказать то, что план и объем работы будет насыщенный и очень большой. И будем готовиться к тому, что предстоит большой объем работы. И с теми несправедливостями в спорте, с чем мы сталкиваемся периодически на чемпионатах России, надо быть к ним готовым. Вот. И уровень чемпионата России нужно понимать, то, что это лицензированный олимпийский вид спорта, и чемпионат России намного сложнее выиграть, чем чемпионат мира или Европы, так как от чемпионата России отбираются самые лучшие, и в каждой группе твоей по несколько действующих чемпионов мира, Европы, заслуженных мастеров. И, конечно же, нужно готовиться к тому, чтобы им предоставить должные усилия для того, чтобы победить и одержать победу, для того, чтобы отобраться на чемпионат мира и Европы. Это основной план на следующий тренировочный сезон, и будем готовиться к этому. Ҳдырраҭара ахыркәшарахь инеит. Ателехәаԥшцәа, аспорт абзиабаҩцәа. Иахьала абарҭ ажәабжьқәа ракәын ишәзалаҳкааз. Шәыԥсшьара мшқәа ирыцзааит агәалаҟазаареи аԥхарреи. Ҳаиқәшәоит иааиуа ахәаша.